Отсыпать дороги, построить детскую площадку или застеклить школьные окна. Свой выбор сделали жители поселка Камышлы-Узяк, который вот уже второй год решает участвовать в программе поддержки местных инициатив. Календарная зима пришла, а вот природная пока запаздывает. Когда ждать снега сибайцам и ждать ли вообще? Волевая победа в дополнительных экстра-раундах. С очередными медалями вернулись из Уфы спортсмены «Черного дракона». А теперь об этом и другом более подробно. В эфире выпуск новостей, в студии Лиана Кириллова. Здравствуйте. Декабрь – это месяц, когда многие подводят итоги своей работы за год. Но для программы поддержки местных инициатив этот месяц знаменуется новым этапом отбора проектов для участия в конкурсе. Практически весь декабрь в городе будут проходить предварительные и итоговые собрания, на которых сами сибайцы определят, что требует внимания и куда стоит вложить денежные средства. Так, накануне эти вопросы решали жители микрорайона Камышлы-Узяк. Отсыпка дорог, освещение улиц, трудности с газификацией и доступом к водопроводу – эти проблемы характерны для многих населенных пунктов. А потому и на заседании жителей поселка Камышлы-Узяк, прошедшем в школе номер 8, они были озвучены в числе первоочередных для заявки в программу поддержки местных инициатив. Но, как отметил председатель территориального общественного самоуправления Хамидьян Мурсалимов, эти вопросы можно рассмотреть вне проекта и включить их в перечень работ муниципальных служб. Присутствие молодых родителей, проживающих в районе Камышлы-Узяк, также отразилось на предложении включить в проект программы поддержки местных инициатив объекты для развития уличного спорта и досуга детей на свежем воздухе. Вопрос появления детских игровых площадок и территорий, оснащенных доступным спортинвентарем в различных локационных точках поселка, в том числе и оснащение данными конструкциями при школьной территории, имели различные вариации. Я ежегодно к нам центром сынать, я хочу, чтобы там площадку сделать нормально для детей. По крайней мере, хотя площадку какую-то сделать спортивную, вы сбоку вот Беркута видели, там что построили, а почему у нас что-нибудь такое нельзя маленькое состроить? Среди высказанных мнений прозвучало и предложение завершить остекление 8-й школы новыми пластиковыми окнами. Данный проект многие из собравшихся, чьи дети посещают данное учебное заведение, посчитали приоритетным. На общем голосовании его поддержало абсолютное большинство. Я предлагаю 600 тысяч от местного республиканского бюджета, 150 от местного бюджета уже официально уже есть. 10% этого сумма спонсоров и от 5 до 15% от населения. Вот здесь я хочу сделать такую подсказку. Чем больше поддержка от населения, тем больше возможность выиграть данный проект. Руководство школы отметило значимость гражданской поддержки, которая поднимает вероятность прохождения по конкурсу утвержденного проекта. Инициативную группу представили активные родители, которые уже на деле проверены в своей ответственности. Мы участвуем второй год в программе поддержки местных инициатив, поддержки жителей Камышлы-Узяк, именно прилежащих улиц. Мы уже один проект выиграли, и проект был именно одобрен, проект замена деревянных оконных блоков на пластиковые окна. Сегодняшний день окна установлено, и мы хотим продолжить данную работу, и чтобы наши аудитории, классы были теплые, красивые. И спасибо, конечно, еще раз жителям, что сегодняшний день они собрались также и нас поддержали. Из существующей практики можно с уверенностью сказать, что программа поддержки местных инициатив – это наиболее устойчивая и гибкая форма участия граждан в решении вопросов, касающихся тех мест или населенных пунктов, где они проживают. Встречи горожан способствуют повышению качества жизни населения за счет того, что наиболее полно раскрывают проблемы своих территорий. Еще очень важным аргументом в пользу развития подобных программ является то, что они способствуют воспитанию гражданского самосознания, организации активного сотрудничества власти и населения, преодолению пассивности и иждивенческих настроений граждан. Екатерина Марочкина, Радмир Сингулов, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. К другим темам. Погода в этом году выдалась аномальной в полном смысле этого слова. Началось все с холодного лета, когда жители республики изнывали от затяжных дождей и холодов, продлившихся до июля. И вот новые причуды природы. На дворе календарная зима, а снежный покров в Башкортостане пока так и не установился. В Сибае пыльно и сухо, вот уже который день. Жители недоумевают, когда же начнется зима.
По данным Башгидромета, зима постепенно наступает. Похолодание произошло на Кавказе и на Урале. К примеру, в Челябинске и Екатеринбурге снег уже лежит. Поэтому и в республике через несколько дней, максимум неделю, снег должен выпасть и наступит полноценная зима. Сейчас на территории региона фиксируются ночные заморозки. По оценкам синоптиков, холодной зимы не будет. Судя по трендам, выведенным за много лет, в республике наблюдается потепление. Это касается зимних, летних и в целом годовых температур. В любом случае, вероятность проявления экстремально сильных холодов крайне низка. То есть морозов 30-40 градусов ждать не приходится. Одна из особенностей зимнего периода в нашем регионе – это влияние сибирского антициклона, который приносит на территорию Башкортостана затяжные морозы. Но даже если такие морозы установятся, температура воздуха не упадет ниже 15-20 градусов. Самая низкая температура, которую можно ожидать в такие периоды, это минус 25. Как показывают многолетние наблюдения, в будущем погодные аномалии в Башкирии обязательно будут повторяться. Ветры, шквалистые ветры, ураганы, ливни, перепады температур, количество таких явлений будет расти. Например, зимой может наступить резкое потепление, летом резкое проникновение холодов и так далее. Кроме того, в регионе в течение последних десятилетий наблюдается смещение сезонов. Вопреки множеству прогнозов, что предстоящая зима станет самой холодной за последние 100-150 лет, народные приметы говорят о том, что зима пройдет умеренно морозной. Снега, как и в прошлом году, много не ожидается. Дождемся снега или нет, покажет время. Но вот Новый год наступит при любых обстоятельствах. В связи с этим до 30 декабря в Башкортостане работает почта Деда Мороза. Во всех центральных отделениях связи при городских и районных почтамтах установлены специальные почтовые ящики. Выемка поздравлений и пожеланий производится ежедневно. Кроме того, сотрудники почты напоминают горожанам, до 10 декабря идет Всероссийская декада подписки, в ходе которой можно подписаться на газеты и журналы со значительной скидкой. В рамках проводимого мероприятия филиалов ГУП «Почта России» предоставляют следующие скидки от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газет и журналов. 5% на центральные периодические печатные издания, 10% на областные, краевые, республиканские, районные, городские, периодические печатные издания. В зале отделений связи по улице Горького, 53А и Чайковского, 8 проводятся Дни подписчика. 1 декабря в Международный день инвалида был организован прием подписки в Центре детского творчества. Почтальоны во время декады посещают организации и организован подворный обход. 2 года существует акция «Дерево добра». Каждый желающий может оформить подписку на социальные приюты, ветеранские организации и общество инвалидов. Появившийся в перечне профессиональных праздников День волонтера сегодня, 5 декабря, отмечают люди с большим сердцем. Принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. Но платой за работу не всегда являются деньги или осязаемые ценности. В современном мире существует особая категория людей, которые готовы помогать другим без всякой материальной выгоды, совершенно добровольно. Утвержденный в России День волонтера сегодня, 5 декабря, отмечают свой вклад в развитие общества все люди, которые так или иначе участвуют в добровольной деятельности на благо окружающего мира. В Республике Башкортостан традиции волонтерства имеют давние корни. Мы привыкли приходить людям на помощь. В регионе развиваются практически все виды волонтерской деятельности. Ни одно крупное мероприятие в регионе не обходится сегодня без участия добровольцев. В городе Сибай на сегодняшний день создано 17 ячеек при образовательных учебных заведениях, в которых насчитывается порядка 450 волонтеров, добровольцев, пропагандистов здорового и трезвого образа жизни. Наши волонтеры в городе работают по разным направлениям. Помогают ветеранам, это и тимуровская работа, ищут пропавших без вести участников Великой Отечественной войны, принимают активное участие в проведении разного рода мероприятий, в том числе активно принимали участие недавно на днях проходящем Дне инвалидов волонтеры Сибайского медицинского колледжа. Также в период новогодних предстоящих каникул и празднеств на Центральной площади нам будет оказывать содействие волонтерский отряд Сибайского института Башкирского государственного университета. Быть волонтером сегодня – это не только ответственность, обязанность, но и своего рода преимущества. Волонтерам-школьникам, особенно старших классов, представляется замечательная возможность дополнить свои результаты ЕГЭ дополнительными баллами.
Если в уставах высших учебных заведений, куда они намереваются поступать, это прописано, то учебное заведение вправе добавлять до 20 баллов при поступлении в институт. На сегодняшний день в нашем городе сформирована база данных вакансий для волонтеров Сибая. В нее вошли социальные учреждения города, в которых помощь молодых, энергичных и обязательно добрых людей будет совсем не лишней. Это комплексный центр социального обслуживания населения, детское соматическое отделение городской больницы, коррекционные школы и прочие учреждения. Свой талант, время, энергию и душевное тепло добровольцы посвящают социально значимым делам. Очень сильные волонтерские отряды находятся на базе 6-й школы Бигбердина. Альмира Ибрагимовна, руководитель, недавно была удостоена, также была поощрена и удостоена именно звания один из лучших руководителей волонтерских отрядов республики. Также у нас в этом же учебном заведении обучается у нас в 11 классе Шарипова Алсу, это лучший волонтер Сибая, который также является членом молодежного парламента. Я бы даже к волонтерам отнес тех людей, которые в свободное от работы время, свое свободное время уделяют разным видам деятельности, таким как патриотическое воспитание. Я бы назвал волонтером Петра Николаевича Армизонова, который занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Я бы назвал волонтером Саитову Эльвиру, без которой не обходится любое городское мероприятие, будь то танцевальный флешмоб или какие-то концертные коллективы, которые организовывают. Я бы отнес к волонтерам председателя общества ветеранов боевых действий «Воин» Руслана Рафисовича Сафиуллина, который также относится к любым пропагандирующим здоровый образ жизни мероприятиям, будь то зарядка в стиле карате на Центральной площади, будь то рейд в составе добровольной народной дружины. Среди молодежных общественных организаций волонтерское движение стоит на особом месте. Главное, что объединяет добровольцев, среди них нет равнодушных. Любое доброе дело всегда найдет отклик в сердцах окружающих, а труд будет оценен по достоинству. Екатерина Марочкина, Алик Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И новости спорта. Воспитанники клуба «Черный дракон» продолжают радовать очередными победами и прославлять город своими успехами. Совсем недавно ребята привезли награды с десяток всероссийских юношеских игр боевых искусств. А сейчас они триумфально вернулись с турнира по тайскому боксу «Уфа Файтинг». Fight! 30 ноября в Уфе состоялся турнир по тайскому боксу «Уфа Файтинг». Соревнование такого уровня проводилось в республике впервые. В нем приняли участие клубы тайского бокса из Башкортостана, Москвы, Екатеринбурга и Республики Молдова. В одном из самых сокрушительных видов единоборств сошлись 8 чемпионов России, 4 чемпиона мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу. В этом масштабном турнире двое ребят из городского клуба «Черный дракон» под руководством тренера Александра Гаврилова стали победителями в своих категориях. Причем оба они одержали волевую победу в дополнительных экстра-раундах, которые назначаются в случае ничейного результата. После экстра-раунда победу одержал боец из синего угла. Победитель Турпал Джабраилов. Первый раз участвовал на профессиональном турнире, выиграл. Тяжелый бой был. Мой соперник именитый спортсмен, двукратный чемпион России, чемпион Европы, призер мира. Бился 4 раунда, в экстра-раунде одержал победу. Это был мой первый опыт профессиональных боев, и он сложился достаточно удачно, я одержал победу. Парень, с которым я боксировал, чемпион первенства России по K1, победитель первенства России по тайскому боксу и победитель первенства Европы. Я с ним уже встречался 2 года назад, и в прошлом бою я проиграл, поэтому в этот раз это уже было дело принципа, и я очень упорно готовился, чтобы одержать победу. Хочу сказать большое спасибо родителям, тренеру Александру Сергеевичу, ну и всем, кто поддерживал, помогал. Съездило с нашего клуба 2 спортсмена. Это Залимов Роман и Джабраилов Турпал. Всего было 7 поединков.
Соревнования проводились по правилам, еще раз повторю, по правилам К1. Ну, к нам близкий вид спорта, как тайский бокс, похож чем-то. Мы, естественно, согласились. Против нас боксировали ребята с Уфы, оба из клуба «Ягуар», оба именитых спортсмена, где мы одержали победы. Именно в подобных турнирах ребята имеют возможность оттачивать свое мастерство и исправлять ошибки в технике боя, а потом с полученным опытом участвовать в более масштабных поединках. Ирина Оренбургина, Радмир Исингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. И это вся информация на сегодня. Впереди выпуск детских новостей на башкирском языке. Оставайтесь с нами.